Здравствуйте, дорогие зрители! Вы попали на программу «Махаббат Квиз». Это журнал «Эль». И мы начинаем. Меня зовут Нурсмак. Меня Жарко. Все, начнем? Давай. Расскажи о первом впечатлении о Нурсе. Сразу ты поняла, что он твоя судьба. Первое впечатление не было того, что ты моя судьба? Это я помню. Да, вообще первое впечатление... Ты запала на мою тачку? Нет. Не на кроссы? Да, мы всегда над этим смеялись, что мне понравились его кроссовки. Он носил... Я всегда почему-то обращаю внимание на обувь. У тебя были это черные кожаные кортезы, это было 13 лет назад. Да, я их покупал за 48 тысяч тенге, это были мои накопления, которые я собирал примерно полгода. Я тоже, в смысле, ношусь по кроссовкам, и прикольно было, что он заценила. Да, и все время, как мы стояли, они нас с подругой забрали, с другом. Они офигенные были. Травил, смеялся, шутил, и я все это время смотрела на его обувь и думаю, блин, классный кросс. Вы познакомились около 12 лет назад во ВКонтакте. Какое было первое сообщение? Как оно было первое сообщение? Я отправлял сначала просто аудиозаписи. Нет, ты обычно написал? Не, я точно помню. Ты вначале полгода была у меня в закладке ВКонтакте. Я просто сталкерил ее, следил за ней. Потом в один удобный момент я просто начал пилять аудио, музыку. А потом по итогу я понял, что ты даже ее не слушала. Да, я потом сказала об этом, да. Первое сообщение было, когда я тебе написал про твой Нет, проект. это потом было. Не Расскажи первое про сообщение, не это. ври. Что-то был дождь, и я пишу Нурсу. Блин, такая романтичная. Мы еще не виделись. Да, такая романтичная погода, дождь, снег или что там было, не помню. И ты мне что-то сказал, по моим бровям не видно, что я романтичная. Да, у нее были очень суровые брови, она сделала себе татуаж, и, я понимал, что ты из Проема. А по идее, она выглядела очень прям злобно с этими бровями. Ну реально, и такой человек пишет, очень романтичная погода, я говорю, что-то вообще непонятно, что ты романтичная. Но это было то самое сообщение, Это было одно из первых сообщений, да. Да, где мы с подругами были в шоке с тебя. По идее, это прикольный лайфхак, это написать то, чтобы та девушка, которой ты пишешь, целевое значение сообщения было, чтобы она запомнила и обсуждала это с подругами. И вот, оно сработало, 11 лет брака, 2 детей. В детстве Нурс часто переезжал вместе с родителями. Назови города, в которых он жил. Но ты жил в Жезказгане и потом в Алматы. Но если не считать то, что ты на учебу ездил в Малайзию. Ну да, я часто бывал в гостях в Караганде и в Астане, но жил в Жезказгане и Алматы. Мы переезжали с родителями до первого моего курса, мы переехали где-то 37 раз. Вот. Я 12 раз школу поменял, 3 раза колледж и 3 раза универ. Пока мы женаты, мы уже раз 7 переезжали. Да, это передается по ДНК. Учитывая, что я переезжала тоже в детстве. Сколько? 3 раза? Ну, 3 раза. 10 раз меньше. Или 4 раза. Однажды Ажар рассказала о месте, где начинались отношения. И вся романтика. Что это за место? Есть ли любимые воспоминания, связанные с ним? 100%. Это то место, куда мы тоже сейчас, не так часто, но в одно время ездили частенько. Это мост. Да? Я про него я прямо рассказывала? Я не знаю, откуда эта информация, но я знаю, что у нас есть такое место. Ну да. Это мост на пересечении Достык Аль-Фараби. Верхняя часть, где вид есть на город. И это прям то место, куда мы сначала заезжали в Данерку на Толюби, Масанчи. Не Масанчи, а... Я не помню, но я помню, что мы с друзьями часто туда ездили. На Абая Масанчи. Мы брали Айран. Ночь. Это сначала с Айрана Данерки начиналось, потом с пива, а потом все, до романтика. Со скольки лет Нурс фактически занимается бизнесом? Какой проект для него особенно дорог? Но если не считать, что он с 13 лет продавал кукурузу... С 12. С 13, ты говорил. 12. У тебя в презентации, где написано 13. 12. Хочешь включить? Ладно. Я сюда слайд сейчас специально отправлю. Прям бизнесом он начал заниматься с 2016 года, 15-го. 14-го. А какой 14? Я же занимался корейской косметикой. Тоже бизнес? Это недорого. После рождения Султана это было. После моих колясок было. Да? Да. Так, ты раньше меня занималась бизнесом? Это было в 16 году. А какой проект особенно дорог? Если смотреть по душе, наверное, Никулин. Он тоже кайфовый, да. На самом деле, каждый проект классный. Наверное, Шокан, тот, который сильно повлиял на меня. Да. Лапсмайл, тот, на котором я прям убедился в своих навыках и качествах. Никулин — это просто тот, где я расслабился, и мы кайфовали, примерно пока год занимались им. И сейчас вот тоже готовлю один тоже классный проект.
вопрос о мотивации Нурс ответил. Моя самая любимая и вредная жена. Не понял связи, сейчас попробую догнать. Как Ажар тебя мотивирует и вдохновляет? Ну, она просит очень много. Не ври, пожалуйста. Работать. Да не ври. Не Я ври. тебе сейчас бабки должен. Ну, должен. Я каждую неделю ей должен бабки. За семейные расходы, это все верно. Но она меня очень сильно вдохновляет. А в целом, у меня есть прям история, есть в закрепах Reels. Это тот человек, который в первую очередь меня поверил. Второй человек после моей мамы, потому что всегда, ну, у любого сына там есть поддержка от мамы, но когда я ее почувствовал от Ажара, это был такой ключевой момент. Это когда я работал в найме, у меня была зарплата 50 тысяч тенге, у нас была квартира, которая досталась нам от бабушки Ажар. Это была квартира 33 квадратных метра, когда ты в кровати просыпаешься и можешь открыть, проверить входную дверь, проверить, что в холодильнике, и там, я не знаю, в туалете да, дверь тоже закрыть. И вот как раз таки в этот период, она на 8-м месяце беременности, я работал в найме 50 тысяч тенге, и, по сути, эта зарплата уходила полностью на дорогу, на еду, иногда даже не хватало. Я не знаю, как мы жили на тот момент, но на самом деле не так сильно прям это, да, переживали. Ну да. Да, даже был период такой тоже депрессии, апатии, стресса, это когда я там, сколько месяцев я сидел дома и играл в FIFA? Я не помню. Ну, примерно месяца 2, да? Это ну, она была беременна, я проводил время с ней, и с утра просыпался, играл в FIFA, мы там кушали и так далее. И вот все сутки были связаны с тем, что я просто играл в FIFA, а она была с пузом дома. Еще получилась такая прикольная история в тот же момент, когда это был период, когда мы впервые сепарировались, да, от моих родителей, а я подарил Ажаре на один из дней рождения, подарил ей овчарку, собаку прям большую. Ну, на тот момент он был щенком. И тогда мы в частном доме жили. Это был частный дом моих родителей, большой, классный, там собака, все круто, короче. А потом, когда мы сепарировались, родители продали дом, нам пришлось переехать. Родители сказали, ну все, нам типа собаку некуда девать, что будете делать? И мы в этой квартире в 30 квадратов жили. Ажара беременная, я зарплатой 50 тысяч и большая, огромная овчарка. Это было прикольно, по идее, классно. Ну, да. И в тот момент у меня прям есть сохраненная переписка, тоже ВКонтакте. Но с ВКонтакте прям очень много, да, связано. Была переписка. Ну, тогда переписка была, когда я уже родила, занималась колясками. И... Ну, примерно тот период. Да. Вот это где-то последний период, когда мы жили в этой квартире, да, последний момент. И она вот меня смотивировала с тем, что она полностью поддержала меня, чтобы я уволился, потому что у меня был страх, что я сейчас уволюсь, у меня есть беременная жена, куда мы дальше, что будем делать, у кого деньги брать. И на тот момент она прям очень сильно меня поддержала. Рилс можете посмотреть у меня в закрепе. А вы вместе ранее занимались теннисом. Расскажи подробнее о ваших совместных увлечениях с супругом. Ну, Теннис занимались у нас не получился, теннисом, да. это громко Ну, больше по сказано. лыжам. Мы почему-то подписались на авантюру сниматься, участвовать в телешоу 31 канала. Горького теннис, да? Да, и в итоге мы поняли, что это не для нас, и потом слились с этого проекта. Ну, совместные увлечения у нас. Ну, некоторые нельзя рассказывать, Не, ну совместное увлечение, ну, нам комфортно всегда вместе. Нам Но комфортно. нету, да, прям такого хобби? Ну, помимо там гулянок, общения, Ну, мы и так прогулок. много времени проводим вместе. Одноти что-то. У нас, Я ее уговариваю начать играть в Counter-Strike со мной. Нет, у нас что классно, что у нас общие друзья, что мы всегда вместе гуляем. И ну, нет такого, что мы по раздельности будем А гулять, что у вас поэтому... есть общее типа хобби? Срочно, да, это продумать. Да не знаю. Но я, по идее, подумал несколько раз этот вопрос. И так нормально. Типа, давай найдем какой-нибудь спорт, давай найдем что-нибудь, ну, что-то не прям. Ну, я занимаюсь не спортом, а получалось. ты нет. Как? Я занимаюсь спортом, а ты Ну, нет. я в один момент занимался, а ты нет. Ты вообще мой абонемент забрала. Давай. На вопрос о мотивации. Опять прикинь. Сколько раз Ажару исключали из школы? За что и почему? В первом классе она обозвала свою классную руководительницу сукой. И за это, ну, в тот момент это вообще было нереально, тем более какая-то какашка, первоклашка. И она еще и экстерном поступила в эту школу, да, в 5-летнем возрасте. Сразу вызвали родителей, и в первом классе ее выгнали со школы. И после этого она стала просто обзывать теперь не взрослых. Ну, по идее, меня 2 раза исключали, но... А второй ты же не рассказывала? Да, не рассказывала. За что второй? Это в каком классе? Да, это когда после 9 уже в колледж отправляли. Тебя исключали со школы в 9 классе? Да, у нас прямо вызывали по очереди, говорю, ты не проходишь 10 класс, ты уходишь в колледж. И моя мама приходила и уговаривала директоров, всех, короче, чтобы меня взяли. Капец. А меня отправили так в колледж. Мы с тобой тройщики, да? Но я осознанный тройщик. С какими привычками, Нурса, ты не можешь смириться по сей день?
Меня очень раздражает, когда, Можно я Когда- тоже отвечу на этот вопрос? когда у него чай заканчивается, и он просто так кружку в мою сторону двигает и молчит. Я делаю вид, что я... Да, или пальцем вот так по кружке. Я максимально игнорирую, типа, пусть скажет сначала, налей чай, пожалуйста. А если он не говорит, я говорю, можешь сказать, пожалуйста, это? Как Ажаре пришла идея создать свой бренд одежды и линию авторских украшений? Как ты ей помог в плане бизнеса? Ну, наверное, ты лучше сама расскажи. Ну, нет, ну здесь же суть в том, что ты Идея вообще бренда одежды началась изначально с бренда Arte. Это бренд ювелирных украшений, который производится здесь, в Казахстане, нашими мастерами. Сначала ее партнерша одна занималась бижутерией обычной. Но на тот момент я очень сильно заинтересовался производством ювелирных изделий. Я даже запатентовал эту маяковскую идею со словом «люб». Это когда циклично «люблю» называется. И подумал, прикольно, если бы сделать такие украшения. У меня друг занимался украшениями, он прям поставлял золото и так далее. И у него была огромная база ювелиров. И тогда я обратился к нему, он уже начал мне находить ювелиры, но у меня интерес полностью пропал, а Жар, наоборот, возбудился интерес на эту всю тему. И они с партнершей как раз-таки используют эту базу, нашли себе классные ювелиры и запустили свой бренд «Первый Arte». Продавали онлайн, классно, круто, развивались. И после этого поняли, что хотят запустить одежду, и запустили бренд «Наив». Сейчас в магазинах представлен в Алмате, возле как раз-таки знаменитый кафетерий по улице Баситова, Курмангазы. И, там я не знаю, там я тоже, наверное, много чего помог. Но в дальнейшем, я вот единственное, наверное, в самом начале сильно помог, а в дальнейшем полностью это концепция, видение. Деньги. Я сама деньги вкладываю. Не ври, пожалуйста. А кто В на магазин? ремонт вкладывал? Отстань, в магазин я сама вкладывала Я деньги. на ремонт не вкладывал? Нет. А кто у меня брал на ремонт? Сколько я у тебя брала? Ну, примерно лям. Не ври. Или 2 Я не... ляма. Нет. Хорошо, вспомни, сколько ты вложила на открытие магазина. Мы по 2,5 миллиона всего вложили. Вот. Но это можно вырезать. Позвони теперь Айзаде, спроси, сколько. Да не, ты неблагодарная. Ужас, я не буду тебе помогать больше. Она сейчас на базаре сейчас независимая, круто зарабатывает, может так говорить. Но по идее, ты мне сказал, Жан, ты должен вложиться, типа я жена. Типа она заставила его, я заставила тебя, да, все понятно. Капец, Типа это добро справедливо. забывается быстро, да, ужас. Но мне было обидно, почему я должна свои деньги вкладывать? Пусть муж Ты же вкладывает. сейчас только секунду назад говорила, и ты ничего не Я вкладывал. вспомнила. Прикольно. Я, вложился на первичный закуп, на ремонт. Я нашел это сам помещение, они не смогли договориться. Я сам нашла помещение, ты просто поговорил с хозяином. Я нашел тебе это помещение, блин. Я в крыше нашла его. Ты не в крыше, ты в крыше нашла. Общалась с хозяйкой через Сабину, а потом хозяин поменялся, и мы вышли. Ну, я же знала, что это их подруга. А потом ты общался с хозяином, потому что он новый. Не хотел в общем, в сделать. итоге у нас получилось договориться. Он поднял цену, потом заново через год поднял цену. Ну, классное просто место. С этой точки, по сути, началась история Наив. Сейчас вообще нет моего никакого участия, абсолютно нулевое. И финансовое, и, в идее где-то, может, по контенту что-то как-то. Но и то она это не использует. А так, в целом, она... для нее именно важно было заселфмедиться, да, в этой истории. То есть полностью всю историю сделать с нуля до, хорошей прибыли или убытка, но самое важное было, чтобы она сама это сделала. Ну и, в принципе, я это видел, да, и вообще не вмешивался. И даже когда я там пытался как-то посоветовать, я чувствовал, что там больше было желания именно самоутвердиться за счет этого проекта. Ну и что, соответственно, и получилось. Буквально за год, да? Да, у нее сейчас огромное количество заявок на франшизы, все ее коллекции выкупают. Самое круто, что это, по сути, единственная в нашем окружении, наверное, девочка, которая производит полностью от нуля до готовой продукции здесь, в Казахстане. Она не любит об этом говорить, стесняется, но любит, когда я об этом рассказываю. Начиная от закупа тканей, создания лекал. На нее трудится около 15 женщин в 3 разных цехах, и все цеха забиты ее заказами, создает рабочие места. Все и мало ладно. признания получает от общественности за счет этого. Потому что не любит пиариться. Нормально? Да. Я 4 был женат, однажды заявил Нурс. Сколько раз? Расскажи подробнее, как вы переживали кризисные моменты и что помогло вам преодолеть их. Я помню только 3. В плане 2 кризиса, после которых мы проживали заново нашу Последний, предпоследний, и потом там каждые 3 года почти. Ты с этой В целом, призмы? Но это был пост в плане того, что каждые 3 года происходит кардинальное изменение личностей,
Ну, я, по крайней мере, так замечаю. И нужно заново подтираться, заново знакомиться, заново изучать друг друга, делать выводы над ошибками. Я очень много ошибок совершал за время наших отношений. А ты? Пару раз. Да. Пару раз за 11 лет? Чё? Как мы проживали? Ну, на самом деле, это все благодаря Нурсу. По идее, кризисный момент, наверное, наступает именно тогда, когда мужчина не слышит женщину, и она такая пытается до нее достучаться, а потом в итоге все уже устает, забивает и остывает. Ну, так можно сказать. И если мужчина в этот момент не активируется и не пытается что-то наладить, что-то решить, тогда уже все. Ну, чаще всего так я видела происходит. А ты наоборот. Ну, вот единственный тогда момент, когда мы все уже хотели развестись, мы уже разводились. Да, мы уже тогда разводились, наши родители все уже там делили имущество. Я самый прикольный помню, мама Ажары такая: Жар, не переживай, оставь им все, что они хотят забрать, у нас все есть, я тебе куплю квартиру, у тебя все нормально будет. Я думаю, Ажара, классно. Не, ну, да, по идее тогда мама Но типа у меня тогда еще были мысли, не были мысли о разводе, я такой: что уже так серьезно? И, по идее, моя мама классная, она не настраивала меня против тебя. Ну да, нейтралитет, но дает тебе уверенность. Да, она не настраивала меня против тебя, не говорила: да, разводись, да, уходи. Она просто говорила: если ты уходишь, не беспокойся, типа, ну, чем смогу, я тебе все дам. Как мы проживали? Вот благодаря Нурсу, что он все брал в свои руки. Ну ладно, не все, но некоторые из них и были из-за меня, поэтому я и чувствовал ответственность. Ну, наверное, да. Как Ажар поддерживает тебя в случае неудачи или сложных этапах жизни? Ну, по идее, у нее прикольные качества, но как и раздражает меня, так и люблю ее за это. Она маленькие проблемы превращает в большие, а большие проблемы превращает в маленькие. Это прикольно. Ну, типа, когда прям огромная какая-то ситуация, я говорю: Жан, вот все, у меня стресс, я не знаю, мы в жопе. И она такая: да не переживай, типа, все нормально будет. А если там что-нибудь по мелочи, все, она можешь вынести. Вот так поддерживать. Вы стали родителем в достаточно молодом возрасте. Как Нур справлялся с родительскими обязанностями? Какой он отец? Я не считаю, что мы идеальные родители, но мне кажется, наши родители растут в любви, в достатке. Родители. Ой, дети. Правда, первый ребенок у нас, конечно, рос вместе с нами, поэтому он, может, и видел много каких-то негативных моментов. Младший ребенок, он такой уже вообще в очень такой атмосфере классной, почти дружеской растет. А старший, ну это нормально. Ну да, но я сам старше. Да. Ты тоже единственная. Чуть, конечно, уже понимаешь, что ему нужно будет психолога нанимать, прорабатывать Но он какие-то ходил травмы. Ходил, он что-то ему не помогло. Он, говорит, дерется в школе. И, ну, как отец, Нурс классный. Он сходит с пацанами на компы, всегда в пивку играет. Пацаны говорят: сыновья Нурса выглядели Нурсов на компы. Класс. Как изменилась Ажара после рождения сыновей? Какая она мама? Сказать, как есть, она классная мама. Со старшим, единственное, конечно, она байгует, она его воспринимает как взрослого, и у них прям конфликт на этом фоне. А с младшим прям идеальный. Ну, потому что младший как пупсик себя ведет, а старший Ну, ты тоже как на с рожон младшим, как постоянно пупсик лезет. ведешь, а со старшим его за кусом постоянно. Ну да. У них похожие характеры. Нашего старшего тоже хотели исключить со школы в первом классе. Но он уже три школы поменял. У него, короче, влияние и Ажары жизни, и моей жизни. А так, в целом, ну, офигенная мама, классные завтраки готовит, следит, обучает, занимается уроками. Да, я не заботишься занимаюсь. об Я пытался, я пару раз видел, как она нервничает, пытался ее успокоить, типа: все, иди, я сам буду заниматься. 5 минут не прошло. 5 минут я понял, что это вообще какая-то дичь. Это полностью как... Есть же вот этот мем, где в тюрьме сидят, и он что-то его избивает, и как родители, типа, делают домашнее задание. Да. Родители, кто занимается с детьми, это занимается уроками своих детей, им надо памятник поставить. Но мама меня тоже мучила в детстве из-за этого. У меня много этих триггерных историй по этой части. Ну да. Просто мы сейчас учимся в сильной школе, они дают домашнее задание на дом. Ты видел, какая это программа? Это реально сложно. Да, капец программа, я вообще в шоке. Там прям на логику такие задачи, я читаю, думаю, капец. Расскажи про самый запоминающийся поступок, на который Нурс пошел ради тебя. Тарам-парам. Че, реально? Ну, в плане ради тебя это как?
Это как? Я за один свет не знаю, что такое ради тебя. Героический поступок? Ваня? Не, героически я не помню. Я вот так не вспомню, если честно. Один хотя бы вспомни. Нет. Но Один хотя бы вспомни. для меня каждый день это твой поступок, когда ты, Кого ты заливаешь? если ты, например, мне скажешь, не готовь ужин, закажем еду, или Это там, поступок. я заберу детей вместо тебя Она из сейчас школы, занимается манипуляцией и программированием. заберу детей, надо Поспи убираться. до обеда, я Да. схожу, сделаю завтрак. Да, вот это, Ну, такие же были поступки? конечно, Давай. самый лучший, запоминающийся для меня. Спасибо. В одном из подкастов Ажар рассказала о путешествии, которое сплотило вас и вывело отношения на новый уровень. Расскажи подробнее об этом периоде. Ну, это вот, по сути, тот же самый примерно период, о котором рассказывала Ажар, сразу такие грустные лица стали. Так получилось, что перед тем, как мы сильно решили разводиться, мы купили впервые в жизни путевку в Турцию. Это был 7-й год наших отношений, помнишь? Ваня, мы уже Мы уже решили. купили. Мы уже разводились, Нет, да. смотри, не так, я тебе объясню сейчас. А ты скажешь, так? У тебя памяти Тебе нет. клянусь, так было. Нет, смотри. Клянусь. Вот объясню вкратце. Это было после Гонконга, когда ты был Вот в я Гонконге, расскажу, мы уже а разводились. потом ты скажешь, так или Нет, не так? ты прилетел. Можно, пожалуйста, расскажу. Я еще тогда была в Бармаготе, потом приехала домой, родители наши пришли, мы Но разводились. почему они так сказали? Потому А что потом- у нас уже до этого была куплена путевка, Не но было мы уже тогда разводились, и они Нет. такие, вы хотя бы съездите в Турцию, а потом решите, типа, мы бы не купили путевку заново, потому уже все, развод, вспомни. Мгм. Потом я была в угольке, ты пришел, говоришь, вот я Не, купила я про вот путевку. эти детали, типа, не спорю. Но я Ага. говорю про то, что представь, ты бы не согласился Ну, на когда ты поехать уже в был в Турцию, Гонконге, если мы бы уже не было разводились. путевки. Да, мы были в процессе развода, но у нас уже тогда была то ли оплачена, то ли Нет. предоплата была. Я не знаю. Была. Нет, Была. я не знала об этом. Как ты не знала, мы с тобой вместе покупали? Нет, ты просто купил и мне принес. Короче, сам факт был такой. Мы купили сначала путевки. Ты. Я купил сначала путевки, было вроде все ок, все нормально. Потом мы поругались, потом начался бракоразводный процесс, потом все, там, дележка имущества, всего-всего. Но путевки оставались. И об этом знали родители, и родители нам дали классный совет. Они говорят, все, мы принимаем, что вы разводитесь, мы понимаем, что вы все там с друг другом на ножах, расходитесь. Они говорят, ну, единственное, говорят, вы хотя бы съездили, вы, говорит, один раз отдыхать без детей, без никого, за 7 лет никуда не выезжали, может быть, ну, типа, там и решите. Любое решение, которое вы примете во время отдыха, мы примем. И в итоге мы из-за этого поехали, потому что уже была оплачена путевка. Так бы ты не согласилась, и я бы тоже не стал покупать. И мы поехали в Турцию. Сколько мы там дней были? 12 дней? Да. 12 дней, первые 6-7 дней мы были как чужие люди. Ну, типа, мы спали спинами в спину друг к другу, ходили по-разному на завтрак, на обед, но постепенно утеплялись. Но не сказать, что мы там прям помирились, но это стало прям зарождением. Да, ну, примерно мы наладили отношения спустя полгода, да? Ну, так, Ну потихоньку, да. потихоньку. Как раз я тоже блогерством начала заниматься. Чему ты научилась за время брака с Нурсом? Какие главные уроки ты приобрела? Ну, по идее, я не могу сказать, что это во время типа брака, это мы же вместе как росли, и очень много уроков у нас было. Очень информативно. Ты как чиновники разговариваешь. Вот самый классный для меня урок — это не ожидать ничего от человека. В плане, чем больше ты ожидаешь, тем больше ты расстраиваешься. Почему ты очень часто еще... У нас были конфликты с того, что ты много чего ожидал от меня. Что у меня должен быть всегда ужин быть, что вещи твои должны быть всегда глажены. Помнишь, мы из-за Это этого, базовые потребности ругались. мужчины. Ну, я, например, не хочу вот прям каждый Не, день. ну вначале-то Ну, это да, надо было, это у нас надо просто, было. ну, кто-то должен был за это отвечать, а потом, ну, уже лет 8, да, у нас няня. Ну вот, для меня самый главный урок — это ожидание, не строить никаких иллюзий, потом проявлять терпение, насколько это возможно, ответственность За кого? за всех вас. Но у нее по Галлопу ответственность на первом месте. Из-за этого я очень тревожный человек. Любую деталь, любую идею она берет ответственность на себя, и все. А все уже забыли, там, типа, все, поехали все в Турцию, на следующее утро такая, все, путевки ищем, там, самолет ищу, там, туда-сюда. Да, я тот самый человек, типа, который все организовал, все По идее, купил, ты в все каждой оформил. поездке почти как мама, да, наша? Всех друзей. Да, Ну, это типа, плохо. всем, ну, для тебя тяжело, для нас кайф. Тебе Мне нравится нужно, контролировать? да, все под контролем держать. И тебя Попробуй тоже. расслабься. Главные правила ваших отношений – это уметь прощать. Уметь прощать и принимать соответствующие выводы, делать соответствующие. Находить силы и слышать друг друга. Ну, то есть иногда не хочется слышать,
В плане того, что ты думаешь, все, я уже все принял решение и ничего нового не узнаю. Но когда ты уходишь в уязвимость, в слабость и действительно пытаешься услышать то, о чем человек пытается тебе донести, без обесценки, да, там, без игнорирования, тогда, наверное, будет брак сохраняться. А так у нас было, наверное, 100 моментов, когда логически другие пары, наверное, распадались. Да, но я вообще не понимаю, как другие пары могут долго ссориться. У нас в плане, если мы ночью поссорились, то утром типа норм. Ну, это классно, что Нурс всегда идет на примирение. Когда ты осознала, что любишь Нурса? Где-то спустя полмесяца, месяц. Ну, если первая влюбленность, говорить про нее. Да, быстро у нас очень быстро развивались отношения. Месяц просто со мной ходила? Не, ну я же узнавала тебя, полмесяца, ладно. Мы просто очень как-то Первые резко... полмесяца у меня уже любовь была. Как-то очень быстро, резко начали встречаться, потом через 3 месяца уже познакомились с Нурс родителями. Через полгода мы уже нике сделали, начали планировать свадьбу, и через год отношений поженились. Очень быстро, да. Когда ты осознал, что любишь Ажар, сразу, когда увидел, ну, в смысле, не люблю, но я влюбился, когда увидел ее фотографии ВКонтакте, и все, я следил, смотрел долго, а потом... Это был такой, по идее, тяжелый период в моей жизни на тот момент. Еще почему полгода Да. ты была у меня в закладке. Мы еще чуть не расстались в один момент, когда у него, оказывается, не было денег на такси, не было денег на бензин, чтобы заправить папину тачку и выехать ко мне. В тот период у меня с утра до вечера таксовал папа, а я учился, потом вечером мы ужинали, и я выходил таксовать на его тачке с вечера там, до 4, до 5 утра. Потом приезжал, оставлял машину без бензина, он с утра нервничал, выезжал, а я эти деньги вот сливал на тебя. Да, как ты сливал? Мы даже нигде, по Но для сути. меня это было целое состояние, у меня больше кроме этого ничего не было. И он начал пропадать. Я не понимала, я думаю, все, короче. Я жил в походу- Калкомане. Да, он жил еще в Калкомане, капец далеко, я в центре. И я не понимала, что он пропал. И уже думаю, ладно, наверное, расстанемся. Сколько мы тогда, месяц встречались? Наверное, расстанемся. Ну, я тебе А рассказал потом просто, я как из есть. себя вытянула. Да, да, да. Я Но мне из- было тяжело об этом ей говорить, но типа, что я же учился с утра до вечера. Я тогда работал продавцом косметики женской. Типа с утра до обеда у меня была 2-я смена, с обеда до 8 я учился. Ну, практически других вариков вообще не было. Ну и голова не работала, что можно было что-то И зарабатывать. он мне не рассказывал, я из него вытянула все, он мне все рассказал. И потом я начала к нему сама приезжать. Но это было недолго, что ты сама Ну да. приезжала. Это тоже важный момент, почему надо вот уходить в уязвимость. А вот расстались бы, и так и никто не узнал бы из-за чего. А я бы любил и с разбитым сердцем умер. Так. Ну, я воспользуюсь этой опцией и хотел бы тебя спросить, чтобы люди тоже засвидетельствовали это. Когда мы найдем с тобой вообще хобби? И какое оно будет? Ну смотри, у меня хобби. Лечи, Я начинай занимаюсь ты. большим теннисом. Я просто ответь. Тебе не интересно? Не усложняй, просто. Я занимаюсь Не, мне боксом, интересно, тебе не почему? интересно. Я Мне хочу тоже узнать, тебе не интересно интересно. будет. Я хочу пойти потом дальше на конный спорт. Ты Мне интересно. Я тебе уже боишься сам лошадок. Потом, а что, давай, найдем. Путешествие — это наше хобби. Мы Это часто не хобби. путешествуем. Я должен Почему? что-то такое, типа, условно, поход там, в Не любишь горы? библиотеку, или там плавание. Не люблю или- плавание, библиотеки, горы, кино. Это мои интересы. Ну, давай теннис хотя бы играть. Ну, тяжело, да, вдвоем играть? Давай что-нибудь приготовим. Типа, Давайте на какую традицию готовить. Условно, лепить пельмени там или манты. давай. Да? И типа раз в месяц. Я все сделаю, а вы будете втроем лепить. Да, Да, вот, можно. прикольно. А почему ты не хочешь с нами лепить? Ну, я уже все сделаю до этого. Ну, давай. Мы также хотим вам вручить подарок от нашего спонсора Пандора за Спасибо участие большое. в паб-квиз. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Спасибо, что посмотрели передачу с нами. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое про нас. Ставьте лайки, комменты. Всем пока. Спасибо, пока. До свидания.